Усть-Цильме 475, и для многих это, конечно, большое событие. Здесь живут исконно русские люди, смелые, трудолюбивые. С этих трепетных слов глава и задал старт череде мероприятий, посвященных дню рождения старинного села. В столь значимый день особые награды из рук губернатора тем, кто принимал участие в ликвидации последствий разрушительного паводка. И какой день рождения без подарков? Так, местная ветстанция получила новенькую Ниву. Добираться до окрестных сел порой приходится десятки и даже сотни километров. Прежний автомобиль такие расстояния выдерживал едва. Я решила, что моя задача поддержать свой коллектив, чтобы у людей было желание работать, чтобы было удобно и хорошо работать. И я написала письмо Сергею Анатольевичу. И вы знаете, это для меня была просто неожиданность. Надо сказать, что я написала, дадут хорошо, не дадут, что сделаешь. И все оказалось очень так хорошо, мне очень приятно. Подарок этот вообще очень желанный, так надо сказать. Мы всем коллективам очень желали этот подарок получить. Огромное спасибо главе. А семья Носовых этим летом отдохнет на Черноморском побережье. Для многодетной ячейки общества поездка на юг – очевидная роскошь. Местная поликлиника в путевке им отказывает уже не первый год. Я думаю, что это совсем неправильно, поэтому мы найдем возможность в этом году, дети, и вы поедете на море, на Черное. Крым. Спасибо. Да. Не возражаете? Нет, не возражаю, конечно. От таких подарков мы никогда не отказываемся. Молодец, да, давайте. Спасибо. Удачи большое. вам, всего самого доброго. Да, растите детвору, чтобы они были крепкие, и чтобы могли потом за землю постоять. Сергей Гапликов не мог не заглянуть и в один из местных родовых домов. Усть-Цилемы славятся по всей стране трепетным отношением к своей истории. И это драгоценное наследие они передают из поколения в поколение. Главе семьи Шишеловых скоро 90. 5 детей, 6 внуков, 10 правнуков и даже одна праправнучка. Здесь уж точно есть с кем делиться историей. Помнить и чтить предков, знать и уважать историю своей семьи, своей страны. Именно это и делает нас людьми. Семья Шишеловых на счастье. От главы республики. Огромное спасибо. Петровщина – старейший обрядовый праздник, который отмечают только в Усть-Цильме. Наравне с горкой она считается визитной карточкой района. Под занавес уходящего июльского дня здесь жгут костры и варят поминальную еду. Помог одной из компаний в приготовлении каши, а потом и лично ее продегустировал и Сергей Гапликов. Это вообще была такая простая, душевная, неожиданная для многих встреча, где каждый мог пообщаться и сделать на память селфи. Но в графике губернатора, конечно, значились и проблемы насущные. Он посетил дошкольный долгострой. Детсад готов на 86%. Его строительство уже задерживается больше, чем на год. А сейчас работы и вовсе приостановлены. На подрядчика заведено уголовное дело, но местных, понятно, это совсем не успокаивает. Садик очень нужен населению. Здесь в нижнем части села у нас 2 деревянных здания. Они уже ветхие, одно без воды, канализации. Больше 100 лет ему. Мы, конечно, как можем, поддерживаем в нормальном состоянии, но все равно и очередность существует у нас. Вот мы всех детей хотим сюда перевести, в новый садик. Сергей Гапликов распорядился завершить работы во что бы то ни стало, а республиканским Минстрою и Миноборнауке взять на особый контроль строительство объекта. В Хабарихе глава осмотрел цех переработки молока и помещение для содержания скота, ведущего фермерского хозяйства. Здесь работают 25 человек. Во главе КФХ супружеская пара, ветеринар и зоотехник. Хозяйство занимается разведением крупнорогатого скота, и также есть свой молокоперерабатывающий завод. Производим молоко пастеризованное, производим йогурт, сметану, творог, масло. Хозяйство планирует расширяться и дальше. В следующем году подадут заявку для строительства фермы на 80 голов. Инициативу агрария Сергей Гапликов поддержал, поручив региональному Минсельхозу оказать необходимую поддержку. Одним из ключевых мероприятий, конечно, стала встреча руководителя республики с замминистра культуры России Александром Журавским. Федеральный чиновник ознакомился с музеем своего однофамильца в Усть-Цильме, а после на совещании под его председательством обсудили вопросы сохранения и актуализации культурного наследия русского севера. Особое место в этом наследии, конечно, у Усть-Цилимской горки. Усть-Цильма, безусловно, это вообще уже бренд, это региональный бренд, который постепенно приобретает уже вообще общероссийское значение, федеральный статус. Но действительно, про горку Усть-Цилимскую многие слышали. Не случайно в 2011 году горка была включена в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия. И, как мне кажется, вполне достойна для того, чтобы претендовать на звание нематериального шедевра, который находится под непосредственным наследием ЮНЕСКО.
Также на встрече поднят вопрос о создании в Усть-Цильме филиала Центра русского фольклора. Инициативу обещали изучить на уровне Минкультуры России. Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Цилимский район.